У нас сегодня ударный день, поэтому продолжу ударную работу моими комментариями к статье Сергея Петровича Капицы «История 10 миллиардов о народонаселении». Я считаю, что она уместна. Эта статья сегодня с научной точки зрения хорошо, то есть наши вопросы, связанные с духовной эволюцией, подкрепляет, то есть дает нам уверенность, что не все просто так Господом затеяно, а с определенной целью. Статья называется «История 10 миллиардов». Это последняя статья известного советского и российского ученого-физика, телеведущего, главного редактора журнала «В мире науки», вице-президента Российской академии естественных наук Сергея Петровича Капицы. Годы жизни 1928-2012 год. Эта статья слишком важна во всех отношениях, чтобы ее проигнорировать или просто прочитать и забыть. В ней содержатся, на мой взгляд, исчерпывающие ответы на многие, казалось бы, необъяснимые вопросы современности, касающиеся, как ни странно это звучит, духовной эволюции земного человечества, то есть объекта нашего пристального с вами внимания. Рассматривая этап эволюционной трансформации человека с сугубо научных позиций, мы говорим о пробуждении в нашей телесной материальности, глубинной, вибрационной или тонкоматериальной структуры носителя жизни вечной, той жизни, которую манифестировал в своих откровениях евангельских Спаситель. Он говорил о жизни вечной, об обретении Царства Божьего и жизни вечной, то есть о том, что человек в конечном счете обречен на бессмертие, строго следующий законам духовной эволюции. Хочу подчеркнуть. Понятно? Просто обречен. Известно, что любой материальный объект на квантовом механическом уровне имеет волновую или вибрационную, если хотите, природу. Так и наше физическое тело на квантовом уровне несет в себе вибрационный двойник, способный под действием трансформирующей эволюционной энергии проявиться у индивида, следующего по пути сознательной духовной революции. Это означает обретение человеком своей истинной сущности, своего истинного «я», того, что никогда не исчезнет и будет существовать вечно, переходя после смерти физического тела на тонкий план бытия без потери памяти и индивидуальности. Более всего мы боимся все-таки потерять, наверное, не физическое тело, а индивидуальность, чувствование вот этого мира, ощущение себя, как я, да? Наверное, вот это главное. Так вот, в конечном счете, наша работа на пути сознательной духовной революции приводит к тому, что мы, в общем-то, лишаемся возможности умереть без следа и памяти. Неплохо? Думаю, ради этого стоит потрудиться. Просто интересно. Вот эксперимент провести на себе. То есть проверить все, что говорилось великими учителями прошлого и современности, проверить это на себе. На самом деле это так или нет. Даже если вас обманули, ну, так условно говоря, все равно в ходе этого эксперимента вы столько удивительных открытий сумеете сделать. Просто удивительных. Я на собственном опыте вот говорю, что это была какая-то феерическая череда удивительных открытий, когда ты действительно всерьез решился заняться главным делом жизни. Человеческий разум породил линейное время. От и до. В многочисленных научных работах по анализу поведения пилотов в экстремальных ситуациях мы показали, что психологическое время может сильно варьировать. Оно способно и ускоряться, и замедляться. Когда сознание индивида функционирует в режиме эмоциональной психической деятельности, время ускоряется, а в режиме рассудочной деятельности оно замедляется. То есть психологическое время, в котором мы живем, в котором мы существуем, нестабильно. Оно может существовать, да, оно может существенно отличаться от астрономического времени и от времени той системы, в которой мы живем, то есть от времени исторического.
наше индивидуальное время может не совпадать с течением времени в историческом процессе. Нестабильность психологического времени порождает выпадение нашего сознания из божественного бытия или из безвремени, где времени нет. Выпадаем мы из вечности. Мы то опережаем, то отстаем от реальности, от реального момента. А вечность – это реальность. Это время я называю временем вертикальным. Вот время, которое дает отсечки каждое мгновение. Вот, нелинейное от и до. Вот в линейном времени существуют вот те наши виды психической деятельности с отставанием или с ускорением. Как только мы переходим в конечном счете в время вертикальное, то есть вот эта линейная составляющая, она перестает существовать, мы действительно начинаем своим сознанием новым, супраментальным, если хотите, существовать в вечности. Это результат нашей работы на пути сознательной духовной революции. Понятно? В конце концов мы должны лишить себя линейного времени. Все, хватит существовать от и до. Болтаться из прошлого в будущее. Это физика, сознание. Это физические процессы. То есть, когда вы уходите с божественной волны, время носит нелинейный, а вертикальный характер. Если вы не уходите с божественной волны. Все, вы на нее настраиваетесь, и вы в вертикальном времени. То есть, сама по себе работа на пути сознательной духовной революции – это настроиться на божественную волну и в конечном счете существовать в каждый текущий момент времени, реальный момент времени, где будущее, прошлое и настоящее просто сливаются. Понятно? Ну, с точки зрения физики, сознания в том числе. Все, лишить надо себя этого времени, в котором мы существуем. Сейчас существует наше физическое тело в этом линейном времени. И, собственно, духовная эволюция возможна только при условии постоянной настроенности нашего сознания на божественную волну, когда преобладает не линейное, а вертикальное время. Словом, в символическом выражении горизонтальная перекладина креста, вот эта горизонтальная перекладина, она должна исчезнуть. Все. То есть это вертикальная составляющая, да, вот эта вертикальная часть, она убивает смерть, по сути. Вот на этом кресте, на котором был распят Спаситель, в общем-то, должна перестать существовать эта горизонтальная составляющая. Все. А это вечность. Это переход в вечность. А земное человечество живет только в линейном психологическом времени. А посему исторический процесс протекает нестабильно, с существенными колебаниями, которые периодически, порой очень болезненно корректируются божественным провидением. Мы то отстаем от реальности, прописанной свыше, то опережаем ее. То есть эта нестабильность и порождает вот это нестабильное течение исторического процесса, о котором мы говорили. А дальше следует болезненная коррекция божественным провидением, то, что нами как-то вершится не в угодном ему направлении или ритме. А сейчас это очевидно, очень очевидно. Историческое время стремительно ускоряется. Стремительно ускоряется, то темп жизни, который нам навязывается извне, он ускоренный. И с каждым годом он становится все более и более ускоренным. Заметили или нет? Как спешит, бегает, суетится человечество, как растревоженный муравейник, который палочкой поковырять. Вот поглядите, новостные телевизионные программы нам демонстрируют это очень ясно. Все суетятся, бегают, что-то кричат, что-то стремятся достичь. То есть, им словом, вот какая-то неразбериха, путаница, действительно хаос. Время ускоряется, а мы показали в своих исследованиях, что при ускорении психологического времени человек полностью выпадает из реальной ситуации. То есть реальная ситуация у него за спиной остается. Вот пилот, который выпадает
из реального времени, в котором летит самолет, да, опережает его. Он никак не связан с реальной ситуацией, поэтому он обречен на печальный конец. Так же, как и человечество. Выпадая из реальности при ускорении времени, оно никак не связано с божественной реальностью. Просто никак. То есть это подписание себе смертного приговора. Равносильно подписанию смертного приговора. Автор рассматриваемой научной статьи, профессор Сергей Петрович Капица, в течение четверти века вел на нашем телевидении удивительную и любимую зрителями всех возрастов передачу «Очевидная, невероятная». Была такая удивительная передача. В ходе нее видные отечественные и зарубежные ученые обсуждали самые разнообразные научные проблемы, причем в изложении доступном и понятном для всесторонне образованных людей. А всесторонне образованных людей в Советском Союзе было немало. Сейчас уже порождаются не всесторонне образованные люди, а люди, которые заточены и нацелены на что-то прагматичное. Нет всестороннего образования, которое могло бы, в общем-то, вам помочь разбираться в достаточно сложных вопросах, имея широкий кругозор. Сейчас узкая идет специализация, узкие интересы. Сегодня все укладывается в простой видеоряд на телевидении для ненасытных обывателей. В одно ухо влетает у них, в другое вылетает. Все. И больше ничего. То, что вы можете подчеркнуть из телевизионных передач. А вот теперь переходим непосредственно к последней статье Сергея Петровича Капицы о народонаселении. После крушения науки в нашей стране я был вынужден провести год за границей, в Кембридже, где я родился. Но отец Сергея Петровича, лауреат Нобелевской премии по физике 1978 года, академик Академии наук СССР, дважды герой социалистического труда Петр Леонидович Капица, годы жизни 1894-1984, в 1921 году был направлен Советской России в научную командировку в Англию, где работал в Кавендишской лаборатории самого Ризика Резерфорда. По возвращении в СССР в 1935 году он стал организатором и первым директором Института физических проблем Академии наук СССР, который ныне носит его имя. И вот там, в Кембридже, родился Сергей Петрович. Далее он говорит: там я был прикреплен к Дарвиновскому колледжу, что это часть учебного заведения, членом которого был когда-то мой отец. Колледж занимается преимущественно заморскими учеными. Мне дали небольшую стипендию, которая меня поддерживала, а жили мы в доме, который построил мой отец. Именно там, благодаря совершенно необъяснимому стечению обстоятельств, я наткнулся на проблему роста народонаселения. Я и раньше занимался глобальными проблемами мира и равновесия, тем, что заставило нас изменить точку зрения на войну с появлением абсолютного оружия, которое может разом уничтожить все проблемы, хотя и не способны их решить. Но из всех глобальных проблем на самом деле главное – это число людей, которые живут на Земле. Сколько их, куда их гонят. Но это строки из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Бесы». Сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют, домового ли хоронят, ведьму замуж выдают. Есть у Пушкина такое стихотворение. Сегодня людей на планете, видимо-невидимо. Куда их гонят, то есть полнейшая бестолковость относительно смысла собственного существования. Для чего столько и куда они должны идти. Вот я смотрю кинохронику. Я люблю кинохронику старую смотреть. Начало 20-го столетия. 1914 год. Выходит на балкон Зимнего дворца император Николай II и торжественно объявляет, что Россия вступает в войну с Германией. Торжественно. Люди на площади радуются и ликуют, шапки кверху кидают, приветствуя грядущую кровавую бойню.
И что осталось от тех людей, вот на тех самых кинокадрах, из той самой кинохроники, где они теперь? Бегали, суетились, радовались чему-то, горевали, а для чего появились на свет, так и не поняли. Исчезли. Да? Вот я вам советую, в интернете есть кинохроника, старая кинохроника, снятая Дзигой Ветровым. Запишите, Дзига Ветров. Запомните, запишите. Совершенно фантастическая хроника, начиная с первых лет советской власти до 30-го года. Фантастическая, непридуманная. Посмотрите реальных людей, которые тогда жили. Документальная хроника. Дзига Вертов. Вертов. Дзига Вертов. Дзига – это волчок, вроде по-украински. Ну, он такой, видимо, очень шустрый был человечек. Потрясающая хроника. Вот когда я устаю от всего того, что делаю, я включаю Дзигу Ветрову и смотрю. Просто смотрю и отдыхаю. То есть я в том времени, я в то время блестяще ощущаю, вот четко, вот каждым своим, вот, каждой клеточкой ощущаю это время, когда смотрю хронику. Не постановочные документальные фильмы. Так что люди так и не поняли, на хронике исторической запечатленные, для чего они появились на свет. В итоге получается, чтобы без следа и памяти просто исчезнуть. Только для этого. Копиться. Это центральная проблема по отношению ко всему, проблем народного населения. В то же время ее меньше всего решали. Нельзя сказать, что раньше об этом никто не задумывался. Люди всегда беспокоились о том, сколько их. Платон подсчитывал, сколько семейств должно жить в идеальном городе, и у него получалось около 5000. Таков был видимый мир для Платона. Население полиса в Древней Греции исчислялось десятками тысяч человек. Остальной мир был пуст, просто не существовал, как реальная арена действий. Но тогда и земля была плоской, да? Покоилась она на 3 китах или на 3 черепахах. Не было видно, что там за горизонтом. Была только Греция, а сейчас в одном высотном доме проживает около 1000 человек. Время другое. Копиться. Подобная ограниченность интересов, как ни странно, существовала даже 15 лет назад, когда я начинал заниматься проблемой народонаселения. Обсуждать проблемы демографии всего человечества было не принято. Как в приличном обществе не говорят о сексе, так в хорошем научном обществе не полагалось говорить о демографии. Так вот вопрос о том, сколько людей должно быть, сколько их нужно, чтобы всех прокормить и прочее, вслух не обсуждался. Правда, сильные мира сего всерьез в кулуарах обсуждают милую им идею о золотом миллиарде, о том, что на Земле должна пребывать элита человечества, то есть солитеры и те, кто ее обслуживает. Вот такая мечта, идеал. Миллиард хватит. Вполне. Элита и обслуга. В свое время наши либералы ворковали об этом. Это психология суперобеспеченных людей, живущих на вершине финансовой и властной пирамиды, ведь головных болей с этим самым простым народом выше крыши. С вами, с нами. Представляете? Плати им зарплаты, пенсии. Они всегда недовольны. Корми, лечи, образовывай. Вот. Иначе будут бунтовать и разбойничать. Что с ними делать? Вы поняли? Это головная боль для властной элиты. Вы-то думаете, что вы нужны там, стране, еще там кому-то. Ну, кроме мамы, кому вы нужны? Ну, если жена хорошая попадется, или там муж, дети, не демоны. Понятно? А так, власти вы нужны. Я слишком сомневаюсь, что вы ей нужны. Вы же землю не пашете, этот самый керосин или нефть не добываете.
Только все умничаете, торгуете. С Кулеманами, с Ватманами сидели, сейчас с компьютерами. В таком количестве зачем вы нужны? Ведь люди, сколько им ни дай, всегда чем-то недовольны. Вот всегда. Сегодня таких недовольных свыше 7 миллиардов. Многовато, да? По сути, мы мало кому нужны в этом мире. А вот Господу нужны все люди, причем в большом количестве, оказывается. Иначе бы Он не расплодил нас вот в таких цифрах, да? Правильно? Наверное, нужны. По его задумке, вот слушайте внимательно, к моменту страшного суда над земным человечеством все реинкарнирующие или перевоплощающиеся души, как сказано в Евангелии, живые и мертвые, участвующие в эволюционном процессе, должны предстать перед Ним. Причем предстать в физических телах. Вот тогда все живые и мертвые на максимуме роста населения должны предстать. В каждом физическом теле душа должна быть, и вот тогда будет вершиться вот тот самый страшный суд или состоится второе пришествие Спасителя. Когда все, и живые, и мертвые, предстанут перед Господом в физических телах. Понятно? То есть каждая душа к моменту квантового скачка эволюции должна обрести физическое тело. Так что уменьшить поголовье искусственным способом невозможно. Господь его восстановит. Человеческое поголовье, имею в виду. Животных можно всех истребить, а людей нет. Не истребишь. Не дозволит Господь. У него другая задумка относительно нас с вами. Таковых явно не меньше нынешней численности населения, а вот больше, насколько мы не знаем, а посему человеческое поголовье нельзя уменьшить, еще раз хочу подчеркнуть, никакими искусственными способами. Ни войны, ни болезни, ни что другое не способно существенно сократить народное население Земли. Оно будет неуклонно расти до отмеренного свыше предела. Обязательно. Цитирую Капицу. «Мне казалось, что начинать нужно с человечества в целом, но такой предмет нельзя было даже обсуждать. Демография развивалась от меньшего к большему, от города, страны к миру в целом. Была демография Москвы, демография Англии, демография Китая. Как заниматься миром, когда ученые едва справляются с районами одной страны? И чтобы пробиться к центральной проблеме, пришлось преодолеть очень много того, что англичане называют общепринятыми догмами. Но, конечно, я был в этой области далеко не первым. Великий математик Леонард Тейлор, работавший в самых разных областях физики и математики, еще в XVIII веке написал главные уравнения демографии, которыми пользуются до сих пор. А среди широкой публики наиболее известно имя другого основоположника демографии Томаса Мальтуса. Английский экономист Томас Мальтус, живший в конце 17-го и в конце 18-го, начале 19 века, автор животной теории выживания человечества, автор мальтузианства так называемого, в частности, считал, что люди, как и животные, должны размножаться, болеть и умирать, и не надо им помогать. Слабых и недужных не надо выхаживать. А выживают сильнейшие, как это имеет место в природе при естественном отборе. Вот, к слову, сегодняшняя ситуация в мире с коронавирусом – это прямое подтверждение тому, что принцип естественного отбора никто не отменял. 100 лет назад была испанка, тоже заболевание вирусное, да? Пневмония тяжелая, там Европу треть населения выкосила, эта самая испанка. Как началась, так и закончилась, как стихия. Там прививок не было, ничего там не было. Вот началась и закончилась. То есть какой-то импульс или всплеск естественного отбора.
И многие фашистующие идеологи охотно брали идеи Мальтуса на вооружение, согласно их преступным замыслам, слабо и просто не нужны в этом мире. Но у Господа другая задумка в этом плане. Физическое тело не главное. Главное – духовная состоятельность. Ну, хотя неплохо, если тело физическое будет здоровым. Неплохо. Но это не главное. Капица. Мальтус был любопытной фигурой. Он окончил богословский факультет, но был очень хорошо математически подготовлен. Он занял 9 место в Кембриджском конкурсе по математике. Если бы советские марксисты и современные обществоведы знали математику на уровне 9-го ранга университета, я бы успокоился, считал, что они достаточно математически оснащены. Я был в кабинете Мальтуса в Кембридже и видел там книги Эйлера с его карандашными пометками. Видно, что он полностью владел математическим аппаратом своего времени. Теория Мальтуса достаточно стройна, но построена на неверных предпосылках. Он предполагал, что численность людей растет экспоненциально, то есть скорость роста тем выше, чем больше людей уже живет на Земле, рожает и воспитывает детей. Но рост ограничен доступностью ресурсов, например, еды. Экспоненциальный рост до полного истощения ресурсов – это та динамика, которую мы видим у большинства живых существ. Так растут даже микробы в питательном бульоне. Но дело в том, что мы не микробы, люди не звери. Да, тут тоже очень сомнительно, да? Аристотель сказал, что главное отличие человека от животного в том, что он хочет знать. Но чтобы заметить, как сильно мы отличаемся от животных, нет нужды залезать к нам в голову. Достаточно просто подсчитать, сколько нас. Все твари на Земле, от мыши до слона, подчиняются зависимости. Чем больше масса тела, тем меньше особей. Слонов мало, мышей много. При весе около 100 килограммов нас должно было бы быть порядка сотен тысяч. Сейчас в России 100 тысяч волков, 100 тысяч кабанов. Такие виды существуют в равновесии с природой, а человек в 100 тысяч раз более многочисленным. При том, что биологически мы очень похожи на крупных обезьян, волков или медведей. Так вот, следует уточнить, что биохимические константы человеческого организма идентичны поросячьим. Свинья – животное, наиболее родственное человеку по биохимии. Так что любители свиного мяса не подозревают, что фактически занимаются каннибализмом. И это наряду с психологическим каннибализмом. Ведь современные люди в психологической сфере буквально сжирают друг друга. На всех уровнях. Заметили? Чтобы стать первыми, чтобы где-то там руководить, верховодить, подмять под себя кого-то, начиная с семьи. Капица. В общественных науках мало точных цифр. Пожалуй, население страны единственное, что безоговорочно известно. Когда я был мальчишкой, меня учили в школе, что на Земле живет 2 миллиарда человек. Сейчас 7 миллиардов. Такой рост мы пережили на протяжении жизни одного поколения. Мы можем примерно сказать, сколько народу жило во времена рождения Христа. Порядка 100 миллионов. Палеоантропологи оценивают популяцию людей палеолита примерно в 100 тысяч. Ровно столько, сколько нам и полагается в соответствии с массой человеческого тела. Но с тех пор начался рост. Сначала едва заметный, потом все быстрее. Наши дни взрывной. Никогда прежде человечество не росло так стремительно. Так вот, что скрывается за стремительным ростом численности народного населения? О глубинной причине мы уже упоминали. Каждая душа ко времени апокалипсиса или страшного суда должна обрести физическое тело. Ближе к концу времен население Земли начинает стремительно расти. Так Господь собирает на земле всех живых и мертвых, чтобы вершить над ними страшный суд и отделить зерна от плевелов. Собирает всех, все души. Стремительный рост населения к концу времен. Понятно или нет? Капица. Еще до войны
шотландский демограф Пол Маккендрик предложил формулу роста человечества. И рост этот оказался не экспоненциальным, а гиперболическим, очень медленным в начале и быстро ускоряющимся в конце. Согласно его формуле, в 2030 году численность человечества должна стремиться к бесконечности, но это явная нелепость. Люди биологически не способны нарожать за конечное время бесконечное число детей. Гораздо важнее, что такая формула отлично описывает рост человечества в прошлом. А это значит, что скорость роста всегда была пропорциональна не числу живущих на Земле людей, а квадрату этого числа. Физики и химики знают, что означает такая зависимость. Это реакция второго порядка, где скорость процесса зависит не от числа участников, а от числа взаимодействия между ними. Когда что-то пропорционально, n квадрат – это коллективное явление. Такова, например, цепная ядерная реакция в атомной бомбе. Если каждый член сообщества напишет комментарий всем остальным, то общее число комментариев как раз будет пропорционально квадрату числа участников. Квадрат числа людей, число связей между ними – это мера сложности системы земного человечества. Чем больше сложность, тем быстрее рост. Так что мы живем и умираем не в одиночку. Мы размножаемся, питаемся, мало отличаясь в этом от животных, но качественное отличие в том, что мы обмениваемся знаниями. Мы передаем их по наследству, мы передаем их горизонтально, в университетах, в школах. Поэтому и динамика развития у нас другая, отличная от животных. Мы не просто плодимся и размножаемся, у нас происходит прогресс. Ну, в смысле, какого прогресса, он говорит, я, в общем-то, в духовном плане прогресса не вижу, явный регресс, но прогресс в науке, в технике и прочем, то действительно то, что выхолащивает духовное начало у человека, погружает его, в общем-то, в мертвую среду, неживую абсолютно. Вот. Я бы сказал, что главная особенность человека состоит в том, что мы не только можем обмениваться знанием, но, имея интеллект, как высшая форма рассудка, мы способны задать себе главный вопрос, в чем смысл нашего появления на Земле. Это главный вопрос, который наш ум или разум или интеллект должен задать. Животные таким вопросом никогда задаться не могут. Понятно? А вот мы должны задать себе этот вопрос. Для чего мы появились на этой Земле? Без ума, без интеллекта, без рассудка это сделать невозможно. То есть интеллект был дан только для того, чтобы мы задали этот вопрос себе. Только для этого. Я не говорю о прикладных вещах, там самолеты, пароходы, там холодильники. Это другой вопрос. Я говорю о главном, об истинном смысле появления людей на Земле, о принесении им духовных плодов. Понимаете, да? Вот для этого ум, разум-то был нам дан. А не для того, чтобы постоянно болтать на какие-то отвлеченные темы, что-то изобретать и придумывать. Можно изобретать и придумать, но главный вопрос надо решить. Тогда изобретения и придумки будут во благо человека, а не во вред. Что сегодня демонстрирует явное изобретение все новых и новых видов массового уничтожения людей. Так что животные такого вопроса никогда не задают, значит, мы нечто особенное в земной фауне и флоре. Наша Земля – это некое селекционное поле, призванное приносить духовные плоды на тонкий план бытия, неважно в каком количестве. И эти духовные плоды будут использованы провидением по назначению в других мирах, для других неведомых нам целей и задач. И это прекрасно. Земля как некий инкубатор по вынашиванию духовных плодов. Так что мы не просто так плодимся и умираем, а наша жизнь и смерть исполнены глубокого смысла. И как только мы, получив правильное духовное просвещение, начинаем заниматься главным делом жизни, то есть следовать по пути сознательной духовной революции, наше земное существование обретает истинный смысл. Только тогда мы можем его оправдать. Мы можем оправдать свое появление на Земле, когда начинаем заниматься делом. Безусловно, сегодня налицо стремительный научно-технический прогресс, но в психике человечества наблюдается стремительный духовный регресс, духовная деградация.
Она проявляется во всех сферах человеческой деятельности. В общечеловеческом сумасшедшем доме, где врачей и пациентов уже не отличить друг от друга, а новостное телевидение нам прекрасно это демонстрирует, преобладает очевидная демонизация сознаний. Сознание людей демонизируется в огромных масштабах. Копится. Этот прогресс довольно трудно измерить численно, но вот, например, производство и потребление энергии может быть неплохим критерием. И данные показывают, что потребление энергии тоже пропорционально квадрату числа людей. То есть потребление энергии каждым человеком тем выше, чем больше населения Земли. Будто каждый современник от Папуаса до Алеута делится с вами энергией. Наше развитие заключается в знании. Это и есть главный ресурс человечества. Поэтому говорить о том, что наш рост ограничен истощением ресурсов, это очень грубая постановка вопроса. В отсутствии дисциплинированного мышления появляется очень много всевозможных страшилок. Например, пару десятилетий назад всерьез говорили об истощении запасов серебра, которое используется для изготовления кинопленки. Якобы в Индии и в Голливуде снимается столько фильмов, что скоро все серебро на Земле уйдет в эмульсию этих кинолент. Так бы возможно и было, но тут изобрели магнитную запись, которая вообще не требует серебра. Такие оценки – это плод спекуляций и звонких фраз, которые призваны поразить воображение. Они несут лишь пропагандистскую функцию. Так что не лезьте в интернет, чтобы удовлетворить свое любопытство. Не глотайте там всякую чушь, не засоряйте и без того замусоренную голову, безумно потребляя все, что вам там подсовывают. Это даже не осетрина второй свежести, это гораздо хуже. То есть в мозгах непременно заводятся бациллы демонизма, от которых избавиться непросто. Если вы залезете в интернет, уж точно там вас прихватят. Причем ловко прихватит, вы даже этого не заметите. Копится. Пищи в мире хватит всем. Мы детально обсуждали этот вопрос в Римском клубе, сравнивая пищевые ресурсы Индии и Аргентины. Аргентина по площади на треть меньше Индии, но в Индии в 40 раз больше населения. С другой стороны, Аргентина производит столько продуктов питания, что может прокормить весь мир, а не только Индию, если напряжется как следует. Мы же ели буйволиное мясо аргентинское когда-то, помните? Говорили, что это говядина, а это мороженый буйвол из Аргентины присланный. Там где-то лет 20 хранился в каких-то запасниках. У нас все поели. С бациллами демонизма буйвола привезли. Дело не в недостатке ресурсов, а в их распределении. Кто-то скажет, кто-то, кажется, шутил, что при социализме в Сахаре будет дефицит песка. Это вопрос не количества песка, а его распределения. Неравенство отдельных людей и народов существовало всегда, но по мере ускорения процессов роста неравенство возрастает. Уравновешивающие процессы просто не успевают сработать. То есть вот этих самых богатств, они сосредотачиваются на одном полюсе, у меньшинства. И сейчас это настолько очевидно. Прогресс, а вы говорите, лучше не говорите, слушайте. А в мире сейчас начинают разводить в качестве пищевого продукта больших черных тараканов. Нам демонстрировала тоже какая-то передача, документальный фильм. Черные тараканы, тоннами их разводят. С кетчупом можно съесть и опилки, не только тараканов. Если полить кетчупом остреньким, все съедите. Но тараканов едят всерьез. Вот. Научились выращивать искусственное мясо. Дегустаторы пробовали, даже котлетки из искусственного мяса. Оно не структурируется, а просто такое хаотично растет из животной клетки. Но для котлеты проворачивать не надо. Все нормально, замесил, съел. Дегустаторы сказали, что вполне нормально, можно есть. Так что не надо убивать животных, можно вот так разводить.
в лабораториях, в массовом порядке фабрики строят, заводы. Так с голоду не помрете. Белковой пищи вам хватит. Копиться. Это серьезная проблема для современной экономики, но история учит, что в прошлом человечество решало подобные проблемы. Неравномерности выравнивались таким образом, чтобы в масштабах человечества общий закон развития оставался неизменным. Неизменным, потому что божественное провидение перенастраивало всю систему в угодном ему направлении. Людей, в отличие от животных, невозможно полностью истребить, как бы ни старались. Понятно? Умельцы. Невозможно. Вот под защитой Господа мы находимся. Копиться. Гиперболический закон роста человечества на протяжении истории демонстрировал удивительную стабильность. В средневековой Европе эпидемии чумы уносили в некоторых странах до 3/4 населения. 3/4. На кривой роста в этих местах действительно наблюдаются провалы. Но уже через столетия численность выходит на прежнюю динамику, как будто ничего и не произошло. Самое большое потрясение, испытанное человечеством, Первая и Вторая мировые войны. Если сравнить реальные данные демографии с тем, что предсказывает модель, окажется, что общие потери человечества от двух войн составляют порядка 250 миллионов. Втрое больше любых оценок историков. Население Земли отклонилось от равновесного значения на 8%. Но потом кривая за несколько десятков лет устойчиво уходит на прежнюю траекторию. Глобальный родитель оказался устойчивым, несмотря на страшную катастрофу, затронувшую большинство стран мира. Ну, что такое глобальный родитель? Это Господь Бог, наверное. Глобальный родитель позаботился. Никакими противоестественными методами людей истребить невозможно. Да и увеличить рождаемость тоже, как бы ни старались и не тужились. Ясно? Капитал материнский, еще чего-то. Все равно они будут рожать. Ясно или нет? Невозможно противоестественными способами увеличить рождаемость. Как Господь положит на это дело, так и будет. Численность народонаселения регулируется исключительно свыше. Ибо это глобальная проблема, проблема Господа Бога. Для того, чтобы решить свою главную задачу. Подвести земное человечество к квантовому скачку эволюции, к новой земле, к новым небесам и к новому человеку. Понятно? Копиться. Распалась связь времен. На уроках истории многие школьники недоумевают, почему исторические периоды, вот слушайте внимательно, становятся со временем все короче и короче. Верхний палеолит продолжался около 1 миллиона лет, а на всю остальную человеческую историю осталось всего 500 000. Средние века – 1000 лет, остается всего 500. От верхнего палеолита до средневековья история, похоже, ускорилась в 1000 раз. Это явление хорошо известно историкам и философам. Историческая периодизация следует не по астрономическому времени, текущему равномерно, независимо от человеческой истории, а по собственному времени системы, по психологическому времени человечества. То есть каждое поколение людей живет в собственном времени системы, и оно существенно отличается от того времени, что было 100, 500, а тем более 1000 лет тому назад. Собственно, психологическое время и то время системы, в котором мы сегодня с вами живем, невероятно ускорилось, даже по сравнению с тем, что было в начале 20-го столетия. Об этом свидетельствует еще и стремительный научно-технический прогресс. Это ускорение времени. Понятно? Стремительно. Временные процессы со всей очевидностью ускоряются. Мы быстрее рождаемся, реинкарнируем чаще. Быстрее старимся, быстрее умираем. Но нам самим, находящимся внутри системы, с ее собственным временем, эти измерения не с чем сравнить. Хотя для стороннего наблюдателя, находящегося вне нашей системы, в частности для наблюдателя с новым супраментальным сознанием, наша сегодняшняя жизнь видится уже жизнью мотыльковой. Мы не можем оценить
Поскольку мы законом того времени, той системы, в которой мы живем. Если выйти из этой системы, то наша жизнь покажется мотыльковой. Вот новое супраментальное сознание, если вы следуете по пути сознательной духовной революции, даст возможность вам это увидеть. Насколько скоротечна жизнь сегодняшних людей. Психологическое время ускоряется, понятно или нет? Вы-то думаете, что все как и раньше, все как вчера, но все совершенно по-другому, не как вчера уже. Но вы не можете это почувствовать, потому что внутри системы, внутри этого времени. Эталоны-то тоже меняются, часы-то вроде ходят так, как ходили. Вот такая ловушечка, в которую мы попадаем, временная ловушка. Копится. Если сделать математические оценки, то получится, что в текущем историческом периоде собственное время системы, время человечества, сжалось по сравнению с палеолитом в 100 тысяч раз, а по сравнению со средними веками в 100 раз. И дальше линейное время продолжает сокращаться. Линейное время продолжает сокращаться. Замечательная фраза. Она же потом до нуля должна дойти. Коль сокращается, так сократится обязательно. Для образности можно привести такое сравнение. Средняя продолжительность жизни современного человека примерно 80 лет или около 700 тысяч часов. Для пещерного человека восприятие нашей жизни будет как один световой день, около 7 часов. Поистине, жизнь человека внутри времени современного человечества стала меньше жизни мотылька. Собственное же время следует той же зависимости, что и потребление энергии или прирост населения. Оно течет тем быстрее, чем выше сложность нашей системы, то есть чем больше людей живет на планете. Вы, надеюсь, вы чувствуете, что темп времени ускоряется? Заметили? Сегодня его в большей степени определяет эмоциональный режим функционирования человеческой психики. Все возбуждены, все куда-то торопятся. По сути, сегодняшняя жизнь подавляющего большинства людей напоминает безоглядную гонку к могиле, то есть к печальному концу. Стремительность ускорения времени косвенно ощущается нами через ускорение научно-технического прогресса, через количество потребляемой энергии на душу населения. Однако, находясь внутри системы, мы не можем численно измерить это ускорение, потому что внутренний эталон времени тоже меняется. Эталон меняется, по которому можем мерять. Нам кажется, все по-прежнему. На самом деле все не так. Сторонний наблюдатель это видит. Принцип относительности Эйнштейна в данном случае работает безукоризненно. Замкнутая система живет в своем собственном времени. Мы-то думаем, что живем как раньше, но по сравнению с людьми, жившими во времена палеолита, когда время тянулось долго, хотя и жили люди в то время 30-40 лет всего, наша жизнь стала действительно мотыльковой. Живем по сравнению с ними сутки. Сгораем очень быстро, несмотря на все достижения научно-технического прогресса. Думаю, что это очевидно для тех, кто имеет глаза и уши. Копится. Когда я начинал эту работу, то не предполагал, что из моей модели логически следует периодизация истории от палеолита до наших дней. Если считать, что история измеряется не оборотами Земли вокруг Солнца, а прожитыми человеческими жизнями, укорачивающиеся исторические периоды мгновенно получают объяснение. Это гениально. Он открыл. Это открытие гениальное просто. Его никто не может оценить, потому что сознание, той весовой категории его сознания нет людей. Они все умные, математики умные, но нет вот той весовой категории глубины, куда он проник. Капец, вообще удивительная вещь. То есть, как я обрадовался, прочитав это, думаю, боже мой, хоть один человек нормальный был.
из ученых. Странный вроде бы, но он настолько нормальный, потому и странный. Его сильно не любили, потому что имел собственную независимую позицию, несмотря ни на что. Так вот, палеолит длился миллион лет, но численность наших предков составляла тогда около 100 тысяч. Получается, что общее число живших в палеолите людей составляет около 10 миллиардов. Ровно такое же число людей прошло по Земле за 1000 лет Средневековья. Численность человечества несколько сотен миллионов, а за 125 лет новейшая история. То есть по 10 миллиардов каждый исторический период. То есть это, по сути, количество реинкарнирующих душ, то есть участвующих в духовной эволюции. 10 миллиардов. Вот периодизация исторических периодов. Блестяще он это вот открыл, это просто озарение должно быть. 10 миллиардов человек – это, наверное, близко к общему числу душ, вовлеченных в эволюционный процесс и проходящих реинкарнацию или перевоплощение. То есть человекооборот жизни ускоряется. Когда-то он был медленным, но сейчас реинкарнация проходит за более короткий период времени. Теперь практически нет очередей на воплощение. Только помер, душа снова воплощается, уже завтра. Очередей нет. Раньше в очереди стояли, там где-то в отстойниках, там, не знаю, в аду или в раю, потом тебя выпихивали туда, вот куда надо. А теперь сразу пинком и снова сюда. Ты не успеваешь опомниться. Очень быстрая реинкарнация происходит. Это означает, что процесс духовной эволюции вступает в завершающую стадию. Понятно? Копится. Таким образом, наша демографическая модель нарезает всю историю человечества на одинаковые, не по длительности, а по содержательности куски, на протяжении каждого из которых жило около 10 миллиардов человек. Самое удивительное, что именно такая периодизация существовала в истории и палеонтологии задолго до появления глобальных демографических моделей. Все же гуманитариям при всех их проблемах с математикой нельзя отказать в интуиции. Сейчас 10 миллиардов людей проходят по Земле всего за полстолетия. Это значит, что историческая эпоха сжалась до одного поколения. Так вот, следовательно, огранка всех душ, вовлеченных в эволюционный процесс за счет учащения перевоплощений, происходит каждые 50 лет. Так что не задерживаются люди. И каждые 50 лет идет обновление. По сути, квант времени сжимается, линейное время сокращается и стремится к вертикальному. То, о чем мы говорим. Поэтому жить надо здесь и сейчас, пребывая активным сознанием в текущем моменте времени. То есть психика должна функционировать в режиме сверхсознательной психической деятельности. Это возможно только в результате нашей работы на пути сознательной духовной революции. Если следовать новой логике перевоплощений, то сегодня в России воплощаются души тех, кто в советский период искренне строит социалистическое общество и выиграл тяжелейшую войну против фашизма. И это вселяет надежду на пробуждение сознания этих людей к духовной эволюции. Те, кто жил в то время. Есть надежда, что не все убить сумеют. Вот сегодня. Стремительное ускорение времени приближает нас к квантовому скачку эволюции, то есть к концу линейного времени. Сегодня духовное просвещение должно строиться на прочной научной основе. Ибо мы уже далеко не средневековые люди, и красивыми или ужасными сказками, придуманными церковниками, нас не напугать и не убаюкать. Путь сознательной духовной революции является собой чудесный синтез подлинной науки и истинной религии. А историческая эпоха сегодня действительно сжалась до одного поколения. Копиться. Не замечать этого уже невозможно.
Сегодняшние подростки не понимают, о чем это пела 30 лет назад Алла Пугачева, что переждать не сможешь ты, 3 человек у автомата. Какого автомата? Ну, помните эту песню, да? У какого такого автомата, когда у всех детей чуть ли не с пеленок мобильники? Где там в очереди стоят у какого-то автомата? Просто уже чушь какая-то, никто не понимает, чем напел. Переждать 2 людей у автомата. Вот. А в былые времена каждая новая игрушка, коих у большинства детей было не так уж много, приносила ребенку радость. Сегодня при обилии средств получения игровых удовольствий ценности девальвируются. Исчезает романтика игры. Исчезает. Это все игры, они опосредованно, они компьютеризированные. Нет вот живой игрушки. Начиная с песочницы, солдатиков там, или с того, что можно двигать, строить. Нету, все. Капец. Зачем ждать? Сталин, Ленин, Бонапарт. Для них это то, что в грамматике называется плюсквамперфектум. То есть это давно прошедшее время. Сейчас модно сетовать на разрыв связи поколений, на умирание традиций. Но, возможно, это естественное следствие ускорения истории. Если каждое поколение живет в собственной эпохе, наследие предыдущих эпох ему может просто не понадобиться. И это факт. Как бы мы ни силились реанимировать традиции, они большей частью мертвы. И не случайно Кришнамурти в своей работе «Традиции революции» писал, что если вы будете жить, слепо следуя исключительно традиции, национальной, государственной, церковной, вы никогда не станете революционером духа. Никогда. Вы так и будете барахтаться в прошлом. Сегодня каждый, имеющий духовный талант, непременно и как можно скорее должен начать его реализовывать. То есть стать революционером духа. Но как-то в начале 80-х годов 20-го столетия Юрий Владимирович Андропов, пришедший к власти в Советском Союзе, уже будучи полупокойником, если мы помним, да, пытался было навести порядок в стране с утраченной идеологией. Порядок навести повсеместным введением строжайшей дисциплины. Ничего у него не получилось. В связи с этим он как-то в сердцах сказал своему помощнику, я читал воспоминания помощника Андропова, очень интересный дневник наблюдений за первым лицом государства. Как-то он ему сказал: коммунистов много, большевиков нет. С горечью сказал: нет тех, кто мог бы решить поставленную задачу, как это сделала в 1917 году малочисленная партия большевиков во главе с Лениным. Нету этих людей. Коммунистов в СССР во времена Андропова было более 15 миллионов. И Андропов при случае любил цитировать Сталина: «Не можешь свалить, не царапайся». Так вот, сам, правда, всю жизнь царапался, свалить не мог, а потому же пришел к власти полутрупом. Если бы, может, пораньше поцарапался, как следует, может, и свалил бы. Но вот не, только царапал. Мы с вами не должны царапаться. Пора революционным путем свергнуть власть нашего эго. То, что у нас внутри, нами завладело. Ясно? Вот эту власть надо свергнуть. Внутреннюю нашу власть, эго над нами. Ясно? А остальное, ну, там, всем по воле Божией, без нас-то решится. Правильно или нет? Копится. Начало нового. Сжатие исторического времени сейчас дошло до своего предела. Оно ограничено эффективной продолжительностью поколения около 45 лет. Это значит, что не может продолжаться гиперболический рост численности людей.
основной закон роста просто обязан измениться, и он уже меняется. Согласно формуле, сегодня нас должно быть около 10 миллиардов. Так вот, линейное время, в котором живет земное человечество, стремится к вертикальному. Настраиваясь в процессе работы на пути сознательной духовной революции на божественную волну, мы становимся проводниками вибраций новой жизни, одновременно катализаторами духовной революции. Ясно? Катализаторами становимся духовной революции. Пребывая в вертикальном времени, мы выходим из времени системы и перестаем зависеть от него, и от самой системы, и от ее времени. Обретаем полную независимость, духовную свободу. Понятно или нет? А посему нам не страшны все текущие и грядущие изменения, все болезни, эволюционные перипетии и сам фазовый переход, при котором время системы должно схлопнуться. Напомню, что 10 миллиардов – это число душ, участвующих в духовной эволюции, которые неоднократно меняли тела, накапливая совокупный духовный опыт. Копится. А нас всего 7. 3 миллиарда – это немалая разница, которую можно измерить и истолковать. На наших глазах происходит демографический переход, перелом от безудержного роста населения к какому-то другому способу прогресса. Многим почему-то нравится видеть в этом признаки надвигающейся катастрофы. Но катастрофа тут скорее в умах людей, чем в действительности. Так вот, не только психическая сфера человека, но и физический мир тоже обязан измениться. И катастрофа это станет только для тех, кто отказывается выполнять свое истинное предназначение на Земле, стремясь всеми силами сохранить свою малость эгоистическую. Очистительный катаклизм должен когда-нибудь произойти. Все острее чувствуется, что вот это, о чем говорилось в Священном Писании, в частности, уже при дверях. Вот совсем рядышком. Копится. Физик назвал бы происходящее фазовым переходом. Вы ставите кастрюлю с водой на огонь, и долгое время ничего не происходит, лишь поднимаются одинокие пузыри. А потом вдруг все вскипает. Вот так и человечество медленно идет накопление внутренней энергии, а потом все приобретает новый вид. То есть он говорит, по сути, о квантовом скачке эволюции, о котором говорим и мы. Представляете? Но он с другой стороны к этому подошел. С научной точки зрения, вот глобальную проблему народного населения он рассматривал всерьез. Озарения к нему приходят. Совершенно очевидно. Великий человек. Посильней папы даже. Не римского, а Петра Леонидовича Копицы, лауреата Нобелевской премии по физике. Во всех планетарных структурах, это не Копица, это я говорю. Я говорю, когда Копица, я говорю Копица. Так вот, во всех планетарных структурах идет накопление трансформирующей эволюционной энергии, которая проникает во все царства природы. Обязательно. Накапливается во всех царствах природы. И когда сегодня с высоких трибун говорят о глобальном потеплении на планете, то связывают это с выбросами газов в атмосферу, пугая парниковым эффектом. Но позвольте возразить, эта теория глубоко ошибочна. Доля влияния выбросов газа в атмосферу на процесс потепления ничтожно мала, и все добросовестные ученые это признают. Добросовестные ученые. В политике не участвующие, чтобы большие средства отпускались на экологию, там, на эту защиту от выбросов. Ну, деньги-то надо пилить как-то. Да? А добросовестные ученые говорят, копейки, там нет ничего, это ноль. На самом деле, в каждой точке пространства усиливается напряженность трансформирующей энергии, которая давит на все царства природы, где происходит ее накопление. В результате наблюдается разогрев всей земной материи изнутри. Вот тебе потепление глобальное. Подготовку к квантовому скачку эволюции. Понятно или нет? Потепление. Все будет таять, накапливается везде эта энергия.
до какого-то критического уровня, потом рванет, понятно. А пока накапливается, вот тебе и потепление. В частности, один из эффектов, эффект потепления этого накопления. Таяние ледников – это результат этого процесса. То есть глобальное потепление не потому, что человек что-то там наделал, а это просто, по плану свыше. Как этап соответствующий природный процесс. Вот и все. Этот процесс необратим и никак не связан с экологией. Никак. Он необратим. Все это приближает нас к фазовому переходу, характерные предвестники которого ясно указаны в евангельских откровениях Спасителя. Неусвоенная пространственная энергия, накапливаясь в плотно-материальных структурах, вызывает повышение температуры, избыточный внутренний жар, который разрешается в стихийных бедствиях, извержениях вулканов, землетрясениях, ураганов, цунами. У людей в результате внутренних энергетических процессов, вызванных давлением все той же энергии, может беспричинно повышаться температура с образованием большого количества эндогенной жидкости, вызывающей отеки и обильное мочевыделение. Когда вы на путь становитесь с потоком, знакомитесь как следует, литры воды из вас могут выделяться. Я по себе знаю. Выпил немного, выделилось много, а вес не изменился. Вес живой. Я все измерял, на себе смотрел. Перегрев бывал организм, значит, надо побольше жидкости, чтобы выделялось. Это как атомный реактор, требуется охлаждение. То есть эндогенная жидкость выделялась, не принятая в организм, она за счет энергии образовывалась. Очень интересно. Кроме того, пространственной энергией инициируются процессы принудительной трансформации человеческого организма, последствия которых расцениваются людьми как заболевания, хотя таковыми не являются. Инициируются якобы болезненные изменения этой же энергии. Словом, человечество стремительно приближается к квантовому скачку эволюции. Стремительно приближается к квантовому скачку эволюции, к моменту перехода в качественно иное состояние. И всем, кто выбрал для себя путь сознательной духовной революции, не надо уповать ни на «может пронесет», ни на науку, а действительно заниматься главным делом жизни, быть готовым в любой момент встретить во всеоружии грядущий очистительный катаклизм. Будьте готовы каждое мгновение. Ясно или нет? При дверях все уже копится. Хороший образ. Сплав леса по горным рекам. Многие реки у нас мелководные, поэтому поступают так: строят небольшую плотину, накапливают определенное количество бревен, а потом внезапно открывают шлюзы. И по реке бежит огромная волна, которая несет на себе стволы. Она бежит быстрее, чем течение самой реки. Самое страшное место здесь – это сам переход, где дым коромыслом, где плавное течение вверху и внизу разделено участком хаотического движения. Это и есть то, что происходит в человечестве сейчас. Хороший образ, сравнение классическое совершенно. Вот она волна, вот она стихия, приближается. Эволюционная волна со всей очевидностью пошла и гонит человечество к фазовому переходу, то есть к обрыву, где наступит конец линейному времени, как бы плавно текущему. Копится. Примерно в 1995 году человечество прошло через максимум скорости роста, когда нарождалось 80 миллионов человек в год. С тех пор рост успел заметно уменьшиться. Демографический переход – это переход от режима роста к стабилизации населения на уровне не более 10 миллиардов. Прогресс, естественно, будет продолжаться, но пойдет в другом темпе и на другом уровне. Я думаю, что многие беды, которые мы переживаем, и финансовый кризис, и моральный кризис, и неустроенность жизни – это стрессовое, неравновесное состояние, связанное с внезапностью наступления этого переходного периода. Это духовный кризис.
я называю духовным кризисом. Вот все, что тут, и финансы, и политика, все следствие духовного кризиса, то есть подготовки к фазовому переходу. То есть человечество зашло в тупик окончательно. Я называю духовным кризисом. Истинный смысл существования земного человечества, а следовательно исторического процесса, это взращивание огранка и принесение духовных плодов на тонкий план бытия. Иного смысла Господом относительно нас с вами не предусмотрено. А во времена, когда процесс духовного становления тормозится, возникает духовный кризис со всеми вытекающими последствиями. Это хорошо просматривается на примере отечественной истории, когда в так называемые смутные времена в одночасье рушится все. Базовая идеология, экономика, обороноспособность, государственное устройство, система управления. В одночасье все сразу. Сразу все. Не постепенно, не по отдельности. Понятно? Все, обвал. Сегодня все земное человечество пребывает в состоянии глобального духовного кризиса. Смотрите, какая идиотизация, демонизация происходит в человечестве. Просто идиотизация. Заметили? Вот вам духовный кризис. Глобальный, в масштабе всего человечества земного. И последствия этого кризиса катастрофически сказываются во всех сферах человеческой деятельности. Все сыплется. Мы с вами должны благодарить Господа за то, что живем в такое время, когда можно беспрепятственно решить свою главную задачу, ради которой мы пришли на эту землю. Беспрепятственно, став на путь сознательной духовной эволюции или революции, достойные плоды принести. Правильное с научных позиций духовное просвещение, обеспечивающее истинное понимание всего происходящего, помогает нам во всеоружии подойти к фазовому переходу. Нам повезло, что мы попали в самое пекло, тем интереснее жить. Когда понимаешь все происходящее в истинном свете, понятно? Это тогда жить интересно, жизнь смысл обретает. Не знаю, как у вас, может, у вас и не обретает. Так временами, может, вот, обрело и исчезло. Не знаю. Интересное время. Делом надо заниматься, чтобы смотреть на все происходящее действительно глазами Господа, как зрителя, а не глазами всего боящегося грешника. А сроки самого перехода известны только Господу Богу. Копиться. В каком-то смысле мы попали в самое пекло. Мы привыкли, что неудержимый рост – это закон нашей жизни. Наша мораль, общественное установление, ценности были приспособлены к тому режиму развития, который был неизменен на протяжении истории. А сейчас меняется. Причем меняется очень быстро. И статистические данные, и математическая модель указывает, что ширина перехода составляет менее 100 лет. То есть, как бы, менее 100 лет отпущено сейчас вот для того, чтобы этот переход состоялся. Да, что переходный процесс будет менее 100 лет, это точно. Проживает, да, менее, не более 100 лет, это точно, да, но менее вполне реально. Проживая жизнь в таком бешеном темпе, человечество в 100 лет не выдержит. Вспомните 20 век, какой темп был. Вот здесь в таком темпе еще 100 лет выдержать, я сомневаюсь. Чего грустить-то? В ад не хочется, а его нет, ад-то. Так же, как и рая нет. Есть другая жизнь, на новом уровне, с другим сознанием. Куда Бог пошлет, туда и пойдете. Выполните свою задачу, пошлет туда, где вам будет, где вы будете востребованы. Понятно или нет? А так, куда пошлют, тоже. На лесоповал, значит, на лесоповал. Что делать? Ладно. Копиться.
Это при том, что он происходит не одновременно в разных странах. Когда Освальд Шпенглер писал о закате Европы, он, возможно, имел в виду первые признаки процесса. Само понятие демографического перехода было впервые сформулировано демографом Ландри на примере Франции. Но сейчас процесс затрагивает уже и менее развитые страны. Практически остановился прирост населения России, стабилизируется население Китая. Возможно, прообразы будущего мира следует искать в регионах, которые первыми вошли в область перехода, например, в Скандинавии. Любопытно, что в ходе демографического перехода отстающие страны быстро догоняют тех, кто стал на этот путь раньше. У пионеров Франции и Швеции процесс стабилизации населения занял 1,5 столетия, а пик пришелся на рубеж 19 и 20 веков. А, например, в Коста-Рике и Шри-Ланке, прошедших пик скорости роста в 80-х, весь переход занимает несколько десятилетий. Чем позднее страна вступает в фазу стабилизации, тем острее она проходит. Россия в этом смысле тяготеет скорее к странам Европы. Пик скорости прироста у нас остался позади, еще в 30-х. Ну, то есть советский период, годы построения социализма. Был наибольший пик прироста. А потому может рассчитывать на более мягкий сценарий перехода. Так вот, что касается неравномерности процесса стабилизации населения в разных странах, то это прежде всего обусловлено, слушайте внимательно, исчерпаемостью или ограниченностью психогенетического материала, то есть количества реинкарнирующих душ в отдельных нациях и народах. Поняли или нет? Душ уже не прибавится у нас. Вот они застабилизировались, и населения больше не будет. Каждой душе по телу. Все. Нет прироста душ. Психогенетика уже устоялась определенного числа душ, и тела не нужны. Для чего? Они не востребованы будут. Понятно? Исчерпалось количество душ в этом народе, в этой нации. Ясно? Все. Поэтому прироста населения не будет. Копиться. Разумеется, есть основания опасаться этой неравномерности процесса в разных странах, который может приводить к резкому перераспределению богатства и влияния. Ну, вероятно, так оно и будет со всеми вытекающими последствиями. Перераспределение богатства и влияния в мире будет происходить, и соответственные возмущения по этому поводу должны быть, да? Должны же быть. В мире, я имею в виду. Мы к всему привыкли, у нас перераспределяй, не перераспределяй, нам все хорошо. Стабильно в этом плане. Во всей нашей отечественной истории все это стабильно. Мы о русском народе немножко поговорим, вот сегодня даже, я так понимаю, время у нас будет. Вот. Копиться. Одна из популярных страшилок – исламизация. Но исламизация приходит и уходит. Как не раз уже в истории приходили и уходили религиозные системы. Закон роста народного населения не изменили ни крестовые походы, ни завоевания Александра Македонского. Также непреложно законы будут действовать и в период демографического перехода. Я не могу гарантировать, что все произойдет мирно, но и не думаю, что процесс будет уж очень драматичным. Возможно, это просто мой оптимизм против пессимизма других. Пессимизм всегда был гораздо более модным течением, но я скорее оптимист. Мой друг, лауреат Нобелевской премии Жарес Альферов, недавно, скончавшийся, говорит, что тут остались одни оптимисты, потому что пессимисты уехали на Запад. Замечательно сказано. В России остались одни оптимисты. И мы знаем, что Господь Бог нас не оставит. А пессимистов, тех, кто пренебрег духовной работой ради личной выгоды, от квантового скацоклизма не спасут ни деньги, ни подземный бункер, ни первоклассные западные клиники. Не спасут. Копиться. Меня нередко спрашивают о рецептах. Они привыкли спрашивать, но я не готов отвечать. Я не могу предложить готовые ответы, чтобы изобразить из себя пророка. Я не пророк. История как погода.
У природы нет плохой погоды, мы живем при таких-то обстоятельствах, и надо принимать и понимать эти обстоятельства. Мне кажется, что шаг к пониманию достигнут. Не знаю, как будут развиваться эти представления у следующих поколений, это их проблемы. Я сделал то, что сделал, показал, как мы подошли к точке перехода и указал его траекторию. Не могу пообещать вам, что самое страшное уже позади, но страшное – это понятие субъективное. Так что огромная благодарность Сергею Петровичу. Замечательная, своевременная и очень поучительная статья для всех живых и мертвых, которые в полном составе вскоре все-таки соберутся на Земле во время второго пришествия Спасителя или квантового скачка эволюции. Да? Точки перехода, когда действительно родится новый мир, новый человек на новой Земле под новыми небесами. Вот так. Спасибо Сергею Петровичу.